продолжительность жизни выше, чем в целом по другим регионам страны. И численность населения подрастает. В самом начале встречи президент России отметил, что в Ингушетии самые высокие показатели по продолжительности жизни и росту населения, что в свою очередь влияет на увеличение потребностей в дополнительных местах в школах, детсадах и поликлиниках. Отсюда и вопросы возникают. Это и количество мест в детских садах, в яслях, это количество посещений в поликлиниках. Вот, так понимаю, что одни из наиболее острых вопросов. По данным регионального Минздрава, текущий показатель ожидаемой продолжительности жизни в республике составил более 79 лет. Показатель рождаемости за 2023 год составил 15 младенцев на 1000 человек населения. Глава Ингушетии отметил, что есть несколько факторов влияния на рост рождаемости в регионе. Главный из них – это большое внимание президента к матерям и детям. Каждый раз, когда обращают внимание на мам, на детей, то это дает уверенность, наверное. Поэтому и рождаемость, у нас же рождаемость, мы вторые в России. Вот, поэтому мало того, что детский сад для детей, школы для школьников, но это же рабочие места. И это, вот эти школы, если сложить, да, более 7000 рабочих мест. Охране материнства и детства в регионе уделяется особое внимание. В Республиканском клиническом перинатальном центре созданы все самые современные условия. Здесь проводятся сложнейшие оперативные вмешательства роженицам и малышам. Более того, выхаживают детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. Хочу сказать, что мы сейчас практически все высокие технологии применяем у себя. Практически все врачи обучились этому. Любые врастания, предлежания, 5-й кесарево, 6-е кесарево, где достаточно сложный акушерский анамнез, эти женщины оперируются у нас, и прекрасно мы с ними справляемся. В редких случаях мы только их отправляем на 4-й уровень. Если мы ранее их направляли на федеральный уровень, то сейчас много операций из тех, что мы ранее не делали, проводится именно у нас. Только в прошлом году в стенах перинатального центра Ингушетии на свет появились более 5000 малышей. За последние 5 месяцев родилось более 2200 детей. В республике отмечается самый низкий процент детской смертности по всей стране. Созданные условия и оказываемая поддержка позволяют семьям Ингушетии с уверенностью смотреть в будущее. Также хочу отметить, что самый благоприятный возраст для репродуктивный возраст – это возраст от 20 до 30 лет, и мы являемся также лидерами вот по этому возрасту. У нас процент рожающих женщин и беременных женщин от 20 до 30 лет, он выше, чем в регионах соседних. В ходе встречи глава Ингушетии затронул важный для всех жителей республики вопрос строительства в регионе новой многопрофильной больницы. Ингушская республиканская клиническая больница, которая несет основную нагрузку по оказанию медицинских услуг, уже не в состоянии обеспечить населению медицинскую помощь, отвечающую современным требованиям. Причиной тому стал дефицит помещений, который сегодня достиг критических значений – 45%. В части поликлиники мы с вами говорили, я этот вопрос еще подниму, это объединенная больницу, значит, которая нам нужна. В целом больница это, потому что они районные были, и вот главная больница, как бы считается, республиканская, но на самом деле это бывшая больница районная. Районная, то есть там 250, там где-то коек, тогда вы обговаривали, дали добро, вот, что объединенную будем строить, там на 500 там коек, и дай бог реализуется, и 250 посещений поликлинику там же. Поэтому там все, и проект есть, и спасибо, там у нас с проектом было вопросы финансирования. Мы обращались к вам. Мы завершили проектирование, получили экспертизу, и мы готовы, земля отведена, то есть вот это очень важно. Строительство новой больницы станет большим подарком для жителей региона. Сегодня Ингушская республиканская клиническая больница, построенная еще в середине 80-х годов как районная больница, работает на пределе своих возможностей, неся на себе основную нагрузку по оказанию медпомощи. В 80-х годах она соответствовала тому времени и тем проблемам, которые тогда возникали. Но сейчас наша республиканская больница выполняет функции не только как
клинической больницы как плановой, она выполняет функцию как больницы скорой медицинской помощи, выполняет многопрофильные по всем специальностям функции, которые сконцентрированы здесь. Мы круглосуточно работаем, принимаем больных как по экстренной, так и по неотложной помощи, так и по плановой. Поэтому строительство многопрофильной больницы – это очень радостная весть, которая будет способствовать улучшению оказания медицинской помощи населению нашей республики. Узкие коридоры, скромные палаты, в которых по 5-6 человек. Условия в больнице стесненные. В больнице, рассчитанной на 250 коек, на сегодняшний день развернуто 600 коек. Медучреждение достраивалось со временем, однако новые современные вызовы требуют своевременных решений. Новую многопрофильную больницу планируют построить здесь, рядом с новым автовокзалом. Она будет отвечать всем современным требованиям. Вопрос с нехваткой мест решится раз и навсегда. При этом проектом предусмотрено все для комфортного пребывания пациентов и работы медиков. Отрадно, что глава нашей республики этот вопрос строительства многопрофильной клинической больницы вынес на федеральный уровень. И благодаря усилиям руководства нашей республики глава государства выделил финансовые средства для разработки проектно-сметной документации, которая была разработана в точности по медицинскому заданию, которое направила Минздрав Ингушетии в Министерство строительства. И в этой проектно-сметной документации предусмотрены все клинические отделения. Полностью больница соответствует всем современным нормам и требованиям, не только по площадям, но и по организации медицинской помощи. Помимо этого, проектом предусмотрена и поликлиника для Магаса, станция скорой помощи и не только. Предусмотрены все необходимые помещения для организации клинических кафедр, для обучения нашего подрастающего поколения, чтобы у нас достойные, квалифицированные врачи выходили бы из стен нашего университета. Стремительный вектор развития региональной системы здравоохранения продолжается. Только с 2019 года в рамках реализации национального проекта здравоохранения построено 2 фельдшерско-акушерских пункта. На этапе строительства инфекционный корпус детской больницы. Значимым событием в этом году стало и открытие участковой больницы в сельском поселении Кантышево на 100 посещений в смену. Современное, оснащенное медоборудованием, хорошее здание, где работают врачи в очень комфортных условиях. И это не только комфортные условия для врачей, но в первую очередь это комфортные условия пребывания для пациентов. В этой больнице есть и круглосуточный стационар, и дневной стационар, и поликлинические отделения. Сегодня население сельского поселения Кантышева и близлежащих сел имеют возможность, не выезжая в районные центры, в города нашей республики, обследоваться у себя на месте. Также там сосредоточено определенное количество узких специалистов. За последние 5 лет приобретено сотни единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты магниторезонансной и компьютерной томографии. Благодаря поддержке федерального центра и реализации в регионе национального проекта здравоохранения медпомощь стала доступнее и качественнее. У нас в этом же году построена и Сурхахинская врачебная амбулатория. На этапе ввода в эксплуатацию у нас фельдшерско-акушерский пункт в сельском поселении Южное. Помимо этого, в рамках национального проекта у нас отремонтирована детская поликлиника, Малгобекская поликлиника. Закуплено около 300 единиц медицинского оборудования по разным федеральным проектам, входящих в национальный проект здравоохранения. Если раньше вся система здравоохранения состояла из 3 центральных районных больниц в период образования Республики Ингушетия, то сейчас построено и оснащено более 40 объектов системы здравоохранения. Благодаря этому сегодня в регионе можно получить высокотехнологичную медпомощь. Многие заболевания, по которым мы ранее направляли на иногороднее лечение, за последние годы стало возможным оказывать у нас в республике, не выезжая за пределы республики. У нас развиваются, конечно, определенные профили, по которым оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Это и онкологические заболевания. Наши ребята в онкологическом диспансере совершают, можно сказать даже спокойно, что они совершают чудеса, потому что они оперативные вмешательства, которые проводят они в диспансере, отметили и в центре. Мы по ВКС общаемся со всеми нашими кураторами, НМИЦами, научными медицинскими исследовательскими центрами по профилям.
Поэтому работа наших онкологов, хирургов отмечена, нейрохирургия у нас оказывает высокотехнологичную помощь, торакальная хирургия. Сегодня в здравоохранении республики 34 медицинских организаций, в том числе 16 больничных учреждений, 6 региональных диспансеров, 24 врачебных амбулатории, 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Особое внимание уделяется охране материнства и детства. В перинатальном центре выхаживаются маловесные детишки от 500 грамм и более. Эти дети называются отдельной категорией детей, которые называются детишки с экстремально низкой массой тела. И выхаживание этих детишек стоит колоссальных усилий и работы наших врачей-неонатологов, которые работают в перинатальном центре. Только в прошлом году региону было выделено порядка 230 миллионов рублей по нацпроекту здравоохранения. 223 миллиона из них – средства федерального бюджета и около 6 миллионов республиканского. На сегодняшний день в Ингушетии в рамках нацпроекта реализуется 7 региональных программ. Таким образом, за последние годы в регионе отмечается положительная демографическая ситуация. Если сравнить показатели 2023 года, то мы отмечаем еще большую динамику, положительную динамику по итогам первого квартала 2024 года. Если у нас ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2023 года составляла 79,2 лет, то по итогам первого квартала этот показатель у нас увеличился, и он составляет 79,4. У нас и так по этим показателям, в целом по демографической обстановке, наша республика занимает одни из первых мест, как и по ожидаемой продолжительности жизни, по общей смертности, по рождаемости. Помимо этого, рождаемость тоже, также показатель рождаемости у нас был равен ровно 15 по итогам 2023 года. По итогам первого квартала он повысился и составляет 15,1. Это говорит о том, что все проводимые государственные программы, направленные на повышение рождаемости, дают свой эффект даже в той республике, где рождаемость находится на довольно-таки высоком уровне. Также, по информации регионального Минздрава, уровень общей смертности также самый низкий по стране. Уровень общей смертности у нас не растет, он у нас самый низкий в Российской Федерации, составляет 3,3 промилле. Естественный прирост также у нас один из самых высоких. Он по итогам 2023 года составлял 11,7 показатель. И за первый квартал он также повысился и составил 11,8 промилле. Основная задача, которая стоит перед региональным Минздравом на текущий год – своевременная и полная реализация всех запланированных мероприятий национального проекта здравоохранения и демография, достижение прогнозных показателей по ожидаемости продолжительности жизни, снижению смертности, выявляемости заболеваний на ранних стадиях, по профилактической работе, совершенствование оказания необходимой лечебной и профилактической помощи участникам СВО и членам их семей, своевременное и полное обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан. Зелимхан Калоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.